Сегодня Верхняя палата российского парламента официально утвердила дату проведения выборов президента России. Они пройдут 18 марта 2018 года. Ожидается, что постановление об этом вступит в силу в понедельник, когда будет опубликовано, согласно требованиям закона, в российской газете. Анонсируя предстоящее событие, председатель Центра избиркома заявил о максимальной либерализации выборного законодательства. Снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей. Созданы, как заявляется, благоприятные условия для партийного строительства, что становится удобно для конкурентной среды как кандидатам от партий, так и самовыдвиженцам. Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными. И избирательная система России, в состав которой входит практически, почти под 1 880 000 наших граждан, она готова, полностью готова. Мы занимаемся серьезным обучением, потому чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией. Спасибо. Спасибо, Элла Александровна. Коллеги, я хочу поблагодарить Эллу Александровну за доклад, который она сделала. Исходя из него, можно уверенно сказать, что Центральная избирательная комиссия, что называется, во всеоружии. Они готовились к предстоящим выборам, находятся в хорошей форме. Мы, как законодатели, обеспечили уточнение правовой базы, внесли изменения в целый ряд законов, чтобы выборы президента были максимально прозрачными, выборы, к которым население было бы доверие, расширили количество наблюдателей, возможности наблюдения за выборами и так далее. Поэтому с 18 декабря, с момента опубликования нашего постановления о назначении выборов, будет дан старт начала избирательной кампании. И это последует за этим целый ряд механизмов, которые положены в соответствии с законодательством проводить с момента начала избирательной кампании. В президентских выборах может принять участие до 15 кандидатов. Именно столько человек на сегодняшний день в устной форме заявили свои претензии на участие в гонке.